Здравствуйте, друзья, с вами Лара Володина. Ну и не получается не спасать совсем, хотя бы точечно, или те остатки, которые нас спасала ранее. Как обычно, спасаю всю зиму, а вывожу спасенное до лета. Так было всегда. Хочу показать вам необычный вид транспорта и очень опасный. Я называю дрендулет, а вообще это воздушная подушка, которая перевозит людей через реку Лену с одного берега, где сосредоточены деревни, на другой берег. Движется по льду или между льдинами. Если повезет, доплывете живыми. Недавно одна опрокинулась. Итак, вот на таком транспорте перевозятся весной, когда начинается ледоход. И люди, ну и кошечки тоже. Это те самые спасенные зимой кошки и в марте тоже, которым лечили и воспаление легких, и обмороженные уши. Как вы помните, их выкидывали после расселения бараков. Забирали их тогда зимой в мороз, минус 40-50, замороженными, лечили воспаление легких, потом прививали, возили на кастрацию. Это такой невидимый, долгоиграющий труд одной женщины, неравнодушной, для того, чтобы потом передать другой женщине в Якутске, которая будет отправлять в Питер, дождавшись своего рейса, своего пассажира, чтобы и там, в Питере, передать следующему человеку для пристройства в семью. Вот так те единицы людей, которые жалеют по-настоящему животных и не проходят мимо, долго и изнурительно готовят животное к отправке, порой рискуя жизнью. Также, друзья, из ранее спасенных улетели в Питер на этой неделе 4 кошечки. И некоторые приехали вот на таком опасном транспорте. И, казалось бы, все ужасы позади. Но нет. Уши-то вылечили отпавшие и кровяные. И воспаление легких вылечили. А вот с хвостом беда. Почернел и превратился в жесткую палку. Потом начал кровить. Пришлось ампутировать. Не думала, что все так серьезно. Уже стала чернеть и следующая фаланга. В общем, операция обошлась 20 тысяч. Настрадался кот по полной. Но и людям достаются эти проблемы нескончаемым потоком и финансовыми трудностями. И сам перелет, и лечение, и передержка – все платно. Друзья, помогите оплатить мне эти расходы, иначе не вывести, не вылечить и не купить корм спасенышам. Друзья, из оставшихся в Якутске невывезенный остался вот такой умненький белыш или лордик. Спасла его, сжалилась, ведь сейчас там все идут в утиль. А он умный, переживательный, большой, такие в первых рядах на уничтожение. Я думала, это взрослый кобелек, а он оказался 5-месячным щенком. И поэтому вскоре он заболел энтеритом. Ну как же без него? Представляете, 4-5 месяцев всего, а весит 22 килограмма уже. За лечение и передержку там надо платить. Ребенок. Ребенок такой золотой, скажи, ой, как много мне уколов. Ой, скажи, не хочу лежать. Друзья, ну не выкинуть же мне его на улицу. Он болеет. Он такой шикарный пес. И в долг там не лечат. Песик очень ласковый и благодарный. Терпит все процедуры, пока отказывается от еды. Друзья, помогите его вылечить. Нужна ваша помощь. Я вас очень прошу. Господи, ты откуда? Ой, смотрю, вот эта маленькая бежит. Ты подожди, ты откуда такая, а? Вот что с тобой делать? Теперь о пушистом щенке из прошлого ролика, который полюбился многим, и вы просили его спасти. Да, я успела сказать до того момента, как он был бы выброшен из подъезда. Случайное счастье таких невинных существ зависит от случайно проходящего правильного человека, которое даже если не спасла, то хотя бы оповестила. А дальше должно произойти еще пару случайностей. Знать, к кому обратиться, но и принять оперативное решение и найти, кто передержит, даже если во всем городе такой человек будет один.
Малявка. Малявка. Вес 400. Вот такой. Вот такой щеночек. Одним словом, этой щенульке несказанно повезло. Все случайности сложились. И теперь осталось только оплатить это перелет, прививки, корм и зоотакси. Друзья, помогите оплатить, пока его все не забыли, как забыли 2 предыдущих спасенышей невинных детей. Без вас никак. Слишком много расходов, много собак, много проблем. Помогайте, друзья. Вы видите сами, сколько спасений, сколько жизней мы дарим на нашем канале.